Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас всех приветствовать на нашем вебинаре, который посвящен республиканскому конкурсу педагогического мастерства «Классный-классный». Сегодняшний день, 30 мая, является стартовым днем для этого конкурса. На уровне республики данный конкурс проводится у нас второй год, поэтому достаточно молодой срок, но тем не менее уже какой-то опыт у нас накоплен. И сегодня я на вебинаре постараюсь ввести в курс дела участников вебинара, как-то показать, поработать немножко с критериями, показать, каким образом будут предъявляться, какие требования будут предъявляться участникам данного конкурса. Ну и немножечко поговорим о том, организационные вопросы, да, как необходимо будет загружать, куда загружать материалы, чтобы было все понятно. Итак, приказом номер 427 от 25 апреля 2019 года министр образования Якимова Наталья Владимировна подписала данный приказ, объявила о начале работы конкурса. В данном конкурсе был определен состав организационного комитета по подготовке и проведению республиканского конкурса педагогического мастерства «Классный-классный». Председателем оргкомитета является Казакова Татьяна Николаевна, начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Китайгородская Галина Владимировна входит в состав оргкомитета. Кроме этого, входит сотрудница, заведующая Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности Кальницкая Татьяна Сергеевна и приглашенный, это председатель Коми Республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки господин Иванов и Герасимова Марина Петровна, исполняющая обязанности директора Государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. Также приказом был определен состав жюри данного конкурса. Председателем жюри была определена и названа Воровская Ольга Валентиновна, доцент кафедры общей и специальной педагогики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования, Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Сажина Светлана Дмитриевна, заведующая кафедрой общей и специальной педагогики СГУ. Медведева Ольга, к сожалению, не помню, Григорьевна, наверное, извините, пожалуйста, точно не могу назвать отчество, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников Республики Коми», Казакова Татьяна Николаевна, начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Иващенко Наталья Петровна, преподаватель, начальник отдела оценки качества образовательной деятельности ГУ Сыктывкарского педагогического колледжа, Кальницкая Татьяна Сергеевна, заведующая Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности, Костромина Ирина Викторовна, учитель начальных классов, заместитель директора по учебной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия номер 1 города Сыктывкара, Кремер Иван, прошу прощения, также не знаю отчества, учитель истории муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 12 имени Олега Кошевого, Налимова Екатерина Сергеевна, учитель русского языка, литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 24 города Сыктывкара, и Перфильева, к сожалению, я тоже не знаю, госпожа Перфильева, член Ассоциации многодетных семей города Сыктывкара. Приношу свои извинения, что не смогла вам назвать по имени отчества каждого члена жюри, но я думаю, что потом мы в течение работы познакомимся с каждым и будем иметь возможность общаться с каждым членом жюри. Итак, согласно положению о проведении республиканского конкурса педагогического мастерства «Классный-классный», задача конкурса определена следующая. Задачи конкурса, даже несколько их: способствование повышению престижа классного руководителя в социуме,
Трансляция эффективных воспитательных технологий и совершенствование форм и методов с учетом региональных особенностей социокультурной среды в области воспитательной деятельности во взаимодействии с обучающимися родителями, общественностью. Сохранение школьных традиций и выявление новых инициатив и неординарных идей в организации деятельности классного руководства и формировании комфортной школьной среды. И следующая задача – стимулирование творческой деятельности классных руководителей. Вот такие серьезные задачи стоят перед конкурсом. Ну, а мы с вами, наверное, в рамках работы нашего вебинара рассмотрим третий пункт положения – это порядок проведения конкурса. Собственно, больше всего он и интересует участников. Итак, конкурс объявлен с 30 апреля и будет он длиться до 5 октября 2019 года. Вот такой долгий период, так как данный конкурс делится на 2 тура, заочный и очный, и выпадает этот конкурс на летний период. Поэтому будет возможность подготовиться каждому участнику, очень серьезно подойти к подготовке. Значит, с 30 апреля по 3 июня идет регистрация и прием документов заявителей конкурса и их техническая экспертиза, прием конкурсных материалов заочного тура конкурса. То есть 3 июня прием материалов конкурса будет закрыт. С 3 июня по 14 июня будет проходить экспертиза материалов заочного тура и определение участников очного тура конкурса. 23 сентября начнется очный тур. Будет он продолжаться до 26 сентября. Очный тур будет проходить на базе образовательных организаций города Сыктывкара. 27 сентября, с 27 сентября по 5 октября будет проходить подведение итогов конкурса. И 5 октября, скорее всего, это будет приурочено к празднованию Дню Учителя, будут объявлены итоги конкурса. Итак, заочный тур конкурса. Он представляет из себя, состоит из 2 конкурсных испытаний. Первое испытание – это визитная карточка, и второе испытание – программа организации воспитательной работы в классном коллективе. Хочется немножко остановиться на 2 этих вот конкурсных испытаниях. Конкурсное испытание «Визитная карточка» – это самопрезентация воспитательной деятельности классного руководителя на основе интерактивных ресурсов. Может быть представлен авторский сайт, страница сайтов, порталов или социальных сетей. Самое важное – обратить внимание на то, что это должен быть сайт классного руководителя, не учителя-предметника, а именно классного руководителя. А значит, все материалы, которые будут размещены на данном сайте, будут посвящены классному руководству. И именно раскрывать деятельность учителя как классного руководителя. Участник должен в интерактивном содержании представить педагогическую концепцию работы классного руководителя на интерактивном ресурсе в форме эссе. То есть, другими словами, когда мы открываем ваш сайт классного руководителя, должны на первой страничке в центре увидеть эссе. Педагогическое эссе классного руководителя, где вы как раз раскроете свою концепцию работы. Следующие – электронные методические материалы или рубрику, содержащие разработки и опыт организации внеурочной деятельности как руководителя программы, как координатора внеурочной занятости учащихся, ну и другое. То есть электронные ресурсы, обязательное требование будет, я чуть-чуть попозже там прочитаю, есть в критериях это обозначено, обязательное требование, опять же говорим, связываем именно с работой классного руководителя. Электронные материалы или рубрику, отражающие опыт взаимодействия с коллегами, учителями различных предметов, педагогами, специалистами образовательных организаций разных типов и видов, общественными организациями, работниками науки, культуры, сферы здравоохранения, представителями других сфер в организации воспитательной деятельности с классом. И следующие презентации, фотоотчеты и программы, раздел страницы, рубрику, представляющий опыт взаимодействия с родителями,
законными представителями обучающихся, консультаций, рекомендаций, мероприятия и так далее. То есть таким образом мы говорим, что на страничке сайта классный руководитель будет отражать себя как классного руководителя, специалиста классного руководителя, взаимодействие со своими коллегами и с общественностью. И третье — взаимодействие с родителями, официальными представителями наших воспитанников. Критерии оценки конкурсного испытания — визитная карточка. В критериях обозначен дизайн ресурса. Сейчас мы с вами посмотрим, что туда именно входит, да, и что подразумевается под дизайном ресурса. Значит, будет просматриваться и обращаться внимание на четкую информационную архитектуру, то есть логика расположения материалов, чтобы было все понятно, приятно было пользоваться вашим сайтом, грамотные цветовые решения, сбалансированность разных способов структурирования информации, учет требований здоровья-сбережения в дизайне, ну и эстетичность восприятия, как я уже сказала ранее, представленных материалов. Следующий критерий – это информационная наполненность ресурсов. Что подразумевается под этим? Содержание страницы, представленные данные, фамилия, имя, отчество педагога, должность, место работы, короткое сообщение о педагоге и так далее, и так далее. То есть вот такая информация обязательно должна присутствовать на сайте. Следующее. Разнообразие форматов структурирования: текстовые, графические, звуковые, картинные какие-то изображения. Доступность информации для пользователей. То есть любой пользователь должен смочь войти на ваш сайт и пользоваться материалами, которые там расположены. А пользователи у нас бывают не только наши коллеги, но и родители, но и учащиеся, потому что им тоже может быть материал посвящен, ну и эксперты, понятно. Понятное меню и наличие инструкций и пояснений для пользователей. То есть обычно это бывает в самом начале, в самом верху странички, где как раз идет навигатор, да, подсказка, как пользоваться материалами. Следующий критерий – это функциональность ресурса. За этим кроется доступность обратной связи, удобство использования, наличие контактных данных, наличие, может быть, обратной связи, да, пространство для форумов и обсуждений, систематичность наполнения ресурса. Хочется увидеть, что буквально вот ваш ресурс пользуется такой функциональностью, что заполнение идет буквально практически каждый день вашего ресурса, да, или использование вашего ресурса, посещаемость ресурса. Следующий критерий – качество материалов, представленных на ресурсе. Понятно, что необходимо учесть научную корректность материалов, которые вы выставляете, и даже если используете чьи-то материалы, да, какую-то находку, обязательно делайте ссылочки на материалы других авторов, да, чьим материалом вы воспользовались. Методическая грамотность. Представленные материалы адресованы для широкого круга пользователей. Соблюдена культура подачи материала. И материал представлен с учетом возрастных особенностей обучающихся. Ну и последний критерий – это актуальность информации. Регулярность пополнения и обновления информации будет отслеживаться. Связь информации с текущими событиями, то есть то, что происходит в настоящий момент у нас в образовании, в мире. Если наполнение в вашем сайте, на вашей страничке по этой проблеме. Представление справочной и аналитической информации по вопросам воспитания, да, то есть что вы можете посоветовать, допустим, тем же родителям, куда они могут сходить, по какой ссылочке, где могут познакомиться с каким материалом. И ведение новостной ленты, где размещается информация о мероприятиях, проходимых в классном коллективе. Время последнего обновления информации не позднее 1 месяца. Вот такие требования по оформлению визитной карточки. То есть визитная карточка – это, собственно, вы сами, да, то есть сайт вместо вас представляется. Следующая программа организации воспитательной работы в классном коллективе. Публикация на сайте конкурса документа программы классного руководителя с классом, оформленной в соответствии с требованиями. Здесь в положении тоже требования к оформлению
программы воспитательной работы в классном коллективе представлена, поэтому будет возможность познакомиться. Хотелось бы немножко остановиться на критериях оценки конкурсного испытания. Также рассматривается несколько критериев, да, сейчас я вам скажу, по-моему, 5 их всего нет, их всего 3 больших критерия. В этом году критерии оценки программы воспитательной деятельности классного руководителя немножко изменены. То есть они упрощены, но тем не менее это не говорит о том, что ваша программа воспитательной деятельности должна быть тоже упрощена. На самом деле хотелось бы видеть, чтобы это действительно программа показывала систему работы вас как классного руководителя, начиная от целей, задач. Далее двигаемся ниже, да, следующий у нас идет планируемые результаты и диагностика, да, то есть тот механизм, чем мы измеряем наши планируемые результаты. Вот это, так скажем, вертикаль должна прослеживаться обязательно в вашей программе. И относительно задач и целей они должны находить свое место в содержании тех мероприятий, которые вы реализуете. Первый критерий – общая характеристика программы. Туда входит актуальность, прогностичность, ориентация на результаты, и готовность к транслированию опыта. Актуальность, наверное, я думаю, что для всех понятно, что там мы обычно размещаем в рамках актуальности. Если мы смотрим по самому высокому результату, который оценивается в 2 балла, в программе должны быть обязательно отражены перспективные направления в области воспитания обучающихся, должно иметь место социальный заказ, цель программы ориентирована на решение наиболее значимых проблем воспитания обучающихся в данный период времени. То есть это по самому высокому уровню. Прогностичность, что включает в себя данный критерий, данный показатель. Программа отражает уровни и эффекты воспитательных результатов. И мы все с вами знаем о том, что воспитательные результаты у нас также нацелены на достижение планируемых результатов, в частности, личностных в большей степени, да, и метапредметных, потому что дети у нас должны уметь правильно выстроить свою траекторию жизни в обществе. Следующее. Имеется просматривается перспектива реализации программы, отражение в целях программы и планируемых действиях не только сегодняшних проблем развития обучающихся. Ориентация на результаты. Понятно, что обязательно должны быть правильно, грамотно, корректно оформлены результаты данной программы. И в программе приведены механизмы контроля за промежуточными и конечными результатами в соответствии с целями и задачами программы. Это должно очень четко быть описано. Следующий критерий – готовность к транслированию опыта. Педагогическая практика автономна должна быть, да, то есть четко прописана, самодостаточно, предполагает опыт программы должен предполагать создание новых образцов педагогической деятельности на основе заявленных в программе, и сопровождается методическими рекомендациями. Программа, то есть она должна быть доступна для пользователей. Следующий критерий – отражение нормативно-правовых, методологических и концептуальных основ воспитательной деятельности. Туда включаются следующие показатели. Это нормативно-правовое обеспечение, соответствие с современным требованиям к организации воспитательной деятельности и приоритетное направление воспитательной деятельности образовательной организации. Нормативно-правовое обеспечение, я думаю, что для всех понятно. Должен быть приведен полный, грамотно оформленный перечень нормативных документов, на основе которых мы выстраиваем нашу, собственно, всю деятельность классного руководителя. Следующее. В направлениях, которые у вас приведены в программе классного руководителя, необходимы содержание и виды деятельности, где будет обязательно отражен системно-деятельностный подход к организации воспитательной деятельности.
Ну и программа представлять должна собой систему мероприятий, объединенных одной целью и логической последовательностью в рамках приоритетных направлений воспитательной деятельности образовательной организации. Вот, собственно, вот это как раз обычно отражается в пояснительной записке, да, то есть как бы выдвигается основная цель воспитательной деятельности образовательной организации, далее идет цель программы. Следующее структура. Ну, требования к оформлению программы, да, и к структуре программы, они едины, поэтому обязательно должен быть титульный лист, где вы очень красиво, аккуратно оформите в соответствии с требованиями, да, то есть оформлен будет паспорт программы. Кроме этого, обязательно должен быть оформлен принадлежность программы, авторство программы, да, то есть кто ее составил. Следующее, наличие основных компонентов структуры. Если мы смотрим по самому высокому уровню представленности программы, это оценка 2 балла, то программа выполнена с учетом требований к оформлению данного документа, то есть четкое оформление и соответствие данной программы оценивается в 2 балла. Ну и качество оформления текста программы тоже необходимо отследить, да, то есть как бы вот опять говорим о том, что самый высокий показатель, да, самый высокий уровень оформления программы, когда программа содержит разделы, соответствующие требованиям к содержанию и оформлению образовательных воспитательных программ, да, и дополнительные элементы программы. Это могут быть планы, схемы, таблицы, приложения, в том числе рекомендуемая литература как для учителей, которые будут пользоваться, или классных руководителей, так и для родителей, которые тоже имеют право пользоваться этой программой, да, знакомиться с программой, также и для детей. Итак, следующий документ, на который необходимо обратить внимание, и в рамках положения об этом тоже сказано, это следующий пункт, да, это кто же допускается к очному туру, да, то есть понятно, что когда будут выставлены все документы, будет проходить оценка этих документов и будет объявлено, ну, получается так, итог такой, да, итог заочного тура. Будет объявлено 5 участников, не более 5 участников, которые наберут наибольшее число баллов по результатам первого тура конкурса по каждой номинации. Я упустила этот момент и не сказала о том, что в нашем конкурсе присутствуют 2 номинации. Это учителя, которые имеют стаж работы, да, педагогические работники, так будем говорить, да, педагогические работники до 5 лет и педагогические работники, имеющие общий стаж работы более 5 лет. Поэтому вот из каждой номинации будет выбираться не более 5 участников, то есть итого 10 участников у нас выйдет на очный тур конкурса. Очный тур конкурса включает в себя конкурсное испытание «Классный час». Это проведение участниками конкурса фрагмента классного часа. Значит, очередность выступления в очном туре конкурса определяется оргкомитетом конкурса по согласованию с участниками конкурса. И я уже говорила о том, что классный час будет проходить на базе образовательных организаций города Сыктывкара. Регламент проведения конкурсного испытания «Классный час» 40 минут. 30 минут отводится на представление фрагмента классного часа и 10 минут самоанализ фрагмента классного часа и ответы на вопросы жюри конкурса. То есть вот таким образом будет выстраиваться это конкурсное мероприятие. Для проведения конкурсного испытания «Классный час» участник конкурса может привлекать помощников. Это могут быть волонтеры из числа группы поддержки, допустим, родители, коллеги, обучающиеся, другие приглашенные. В организации конкурсного испытания «Классный час» участник конкурса может использовать интерактивные средства информационной и коммуникационной технологии.
Критерии оценки конкурсного испытания «Классный час» включают следующие. Выраженность воспитательной идеи, которая подразумевает следующие показатели. Это воспитательная идея, которая будет явно выражена, и она будет оцениваться в 3 балла, то есть самый высокий уровень. Надо сказать о том, что критерии оценивания конкурсной работы «Классный час», они выведены, вот самый высокий уровень 3 балла, самый низкий уровень это 0 баллов, когда не представлен критерий, да, или очень слабо выражен критерий. И поэтому практически по всем критериям можно просмотреть, да, допустим, вот выраженность воспитательной идеи. 3 балла – это воспитательная идея явно выражена, 2 балла прослеживается, но некорректно соотнесена с целевыми ориентирами мероприятия. 1 балл прослеживается в недостаточной степени, и 0 баллов воспитательная идея не выражена. То есть вот таким образом оценивается конкурсное испытание «Классный час». Следующий критерий – технологичность как представлена структурных элементов. То есть, опять же говорим, да, 3 балла оценивается, когда соблюдена последовательность этапов мероприятия, да, в данном случае классного часа. Эмоциональная включенность детей в диалог. Ну вот, исходя из формулировки критерия эмоциональная включенность детей в диалог, мы подразумеваем, что на классном часе обязательно должен быть организован диалог, да, применена диалоговая форма. Не вопрос-ответ учителя, а именно диалоговая форма, когда ребенку хочется с вами вступить в разговор и отстаивать свою точку зрения, да, высказать свою точку зрения. Поэтому вот это нужно обязательно учесть, когда вы будете проектировать классный час. Ну вот и 3 балла – самый высокий уровень, когда дети будут все включены в диалог с учителем. 2 балла включена часть детей, при этом классный руководитель на протяжении всего мероприятия использует приемы мотивации детей на участие, именно и тех, которые участвуют, и те, которые молчат, молчаливые дети в классе. Да? 1 балл – это когда включена часть детей, классный руководитель не вовлекает детей и не мотивирует на участие. Ну и 0 баллов учителю не удалось включить в диалог детей. 4-й критерий – педагогическая гибкость. Как умение педагога реагировать на мысли и чувства детей. И опять же говорим о том, что самый высокий уровень нам говорит о том, что педагогическая гибкость должна быть явно выражена. То есть это должны увидеть эксперты в классном часе. И 0 баллов, когда педагог не опирается на опыт детей, их мысли и чувства остаются без педагогического внимания, то есть не включены в содержание, да, то есть не учтены в содержании проведения классного часа. Следующий критерий – коммуникативная компетентность, как умение организовать коммуникацию детей. В 3 балла будет оцениваться, когда явно будет видно, что у педагога получилось организовать коммуникацию между детьми на основе взаимодействия, на основе включения в диалог. Здесь коммуникация не с учителем, а между детьми, да, то есть как бы ученик-ученик, воспитанник-воспитанник. И в 2 балла будет оцениваться, когда при коммуникации дети друг с другом не всегда могут самостоятельно разрешить возникшие проблемы и привлекают к этому классного руководителя. 1 балл приобретает активность педагога, и 0 баллов занятие выстроено на основе авторитарного стиля общения. Следующий критерий – оценка основных характеристик поведения учащихся. Опять говорим о том, что самый высокий уровень – это когда дети выражают активность и заинтересованность в процессе проведения мероприятия, проявляют инициативу. 2 балла – дети выражают активность и заинтересованность в процессе проведения мероприятия по просьбе учителя. Ну и 0 баллов, когда педагог не проявляет интереса к поведению учащихся, не применяет специальных техник коррекции поведения учащихся на классном занятии. Следующий критерий – уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. В 3 балла оценивается обоснованность и целесообразность применения средств ИКТ
соблюдение информационно-коммуникационных технологий, соблюдение санитарно-гигиенических норм при использовании информационно-коммуникационных технологий. К сожалению, у нас наблюдается, так скажем, очень активное использование данных технологий без учета как раз предписаний с точки зрения здоровьесбережения. Следующий критерий – уровень достижения цели мероприятия. Ну, вот здесь понятно, что да, соотнесение того содержания и того результата, что получилось, с теми задачами и целями, которые были спроектированы учителем. На данном критерии очень большой вес имеет самоанализ, который учитель будет проводить. Будет представлять после проведения классного часа. Поэтому хотелось бы, чтобы анализ был очень достойно подготовлен и чтобы он не превращался в пересказ классного часа, только что просмотренного экспертами. Необходимо отследить вот то, что вы проектировали, как вы надеялись и что хотели увидеть, и то, что у нас получилось. То, что не получилось на классном часе. В 3 балла оценивается следующее. Цель полностью реализована. Итог занятия подводится совместно с обучающимися. Наблюдается рациональность использования современных и других ресурсов, в том числе и временных ресурсов. Отмечается удовлетворенность педагога и обучающихся ходом подготовки и проведения классного часа и его итогами. То есть вот такие критерии, которые будут предъявлены к проведению классного часа. Собственно, вот сейчас ничего нового я не озвучила, но тем не менее, когда будете готовить, разрабатывать классный час, конечно, необходимо на это внимание обратить и четко отследить ту разработку классного часа, проект, да, который вы подготовите к конкурсу, с теми критериями, которые здесь вот озвучены. Причем надо отметить, что тему классного часа и класс, с которым вы работаете, вы выбираете самостоятельно. То есть это ваше право. Следующее, что хотелось бы еще озвучить, значит, в нашем вебинаре. Когда вы будете заполнять материалы, вам необходимо будет заполнить Google форму, которую в этом году мы впервые ввели, на примере того, как заполняется обычно Google форма, когда учителя отправляют заявку на участие в большом таком конкурсе «Учитель года». Заполняя вот эту Google форму, вы увидите, что там есть определенное поле. Ну, в Google форме вы будете заполнять свои данные, да, то есть общие сведения, что связано с работой, связано с образованием, с общественной деятельностью, ваши контактные данные, с досугом. Вот по поводу досуга там тоже есть такая строчка. Ваш хобби, да, спортивные увлечения, может быть, какие-то сценические таланты у вас есть, которые вы можете тоже заявлять. Ну и контактные данные, и материалы для размещения на сайте и в информационном бюллетене конкурса. Значит, кроме этого, выделено поле для того, чтобы вы могли разместить заявку в PDF-формате, которая тоже в положении о конкурсе предъявлено, и согласие на обработку персональных данных. Хотелось бы обратить ваше внимание, где можете почитать информацию, куда можете обращаться за информацией. Ну, во-первых, если посмотреть на сайт института, то мы видим, что в новостной ленте мы будем потом поддерживать эту новостную ленту, да, то есть чтобы она не убегала у нас. Мы можем познакомиться. Вот как раз 29 апреля было вывешено объявление, то есть открываете это объявление и видите о том, что начался конкурс, и кроме этого идет ссылка для регистрации и участия в вебинаре. То есть вот эту ссылочку вы можете щелкнуть и попадете как раз на наш вебинар, который мы только что
озвучили. Кроме этого, вы можете зайти в видеозал. И в видеозале у нас тоже имеет место быть этот вебинар. Да? Вот он как раз идет здесь по конкурсу классный-классный. То есть еще раз просмотреть, еще раз сделать акцент на то, о чем мы с вами только что говорили. Ну и понятно, что все материалы будут размещены у нас на сайте, согласно положению на сайте конкурсов, где как раз вы сможете знакомиться с тем, как идет продвижение, да, с какими-то новостными мероприятиями и так далее. То есть вот таким образом, я думаю, что всем будет понятно. В информационном письме у нас даны электронные адреса, куда вы можете обращаться. Если у вас появятся какие-то вопросы по положению, вопросы по размещению и так далее, то есть двери всегда открыты, мы всегда готовы вам помочь. Очень надеемся, что конкурс у нас пройдет на более высоком уровне, то есть мы растем, мы набираемся опыта, вот, и хотелось бы, конечно, чтобы вы активно участвовали, и причем участвовали не только молодые специалисты, но и специалисты-стажисты, которые могут как раз показать тот опыт, накопленный опыт не просто учителей, а учителей классных руководителей. На этом наш вебинар завершен. Всем спасибо за внимание. До свидания.